До этого момента она обучалась дистанционно, но учитывая, что рейсы возобновлены, сообщения с Россией, мы отправляем ее продолжать учебу уже в очном режиме. Насколько безопасно возобновление международных рейсов? Сейчас многие переживают, длительные перелеты. Я всегда на этот вопрос отвечала, что перемещение на любом транспорте – это прежде всего необходимость. То есть мы просто так не покупаем билет или просто так не садимся в автобус, чтобы прокатиться или развлечься. Мы это делаем для того, чтобы выполнить какие-то свои, так скажем, намерения. Ну, например, вот сегодня, как ребенок улетает, то есть это необходимость. Меры безопасности, они остаются всеми теми же, о которых мы говорим на протяжении, наверное, последних 6-7 месяцев, когда только была объявлена пандемия, появились первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. И по мере того, как знания накапливались, естественно, совершенствовались и меры профилактики. Но на сегодня они остаются прежними мерами профилактики, то есть это в первую очередь социальная дистанция и ношение масок. Первокурсник. И какого вуза? Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. Получается, вы идете на учебу? Да, просто у нас до этого дистанционно все проходило. Вот теперь, как открыли границы, можно теперь приступать к очному обучению. Выезжаю в Москву по семейным проблемам. У нас там случилось несчастье в период, когда был коронавирус, и трудно было, в общем, до сих пор туда невозможно было попасть. Поэтому мы сейчас первым же рейсом выехали. Очень рады восстановлению этого авиасообщения, потому что поездки в Москву уже были очень привычные, очень нужные. И, конечно, цена поразила. Первые рейсы очень дорогие. Надо сказать, что здесь перевозчик отличился. Но мы готовы понимать все. Слишком уж мы ждали этого рейса, этой поездки. Поэтому все остальное уходит на второй план.